В эфире новости. В студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Десятки людей держат оборону от огня в селе Сватай. Там расширяют минерализированную полосу. Началось строительство мостов через реки Тиргеллях и Чоллой. Они обеспечат бесперебойное движение между районным центром и селами. Рассвет, море и музыка. Необычный концерт прошел на пляже Юрмалы. Борьба с огненной стихией продолжается в Среднеколымском районе. Минерализированную полосу расширяют у лесного пожара близ села Сватай. Привлечены более 70 человек и 6 единиц техники. Об этом сообщил замглавы района Руслан Гаврилев. Он добавил, что на очаге рядом с селом Алека-Кюэль огнеборцы продолжают рыть противопожарный ров. Там трудятся 60 человек, в том числе 20 работников аэромобильной группы МЧС. Также идет тушение возгорания на территории села Эбях. 57 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за последние сутки. Больше всего заболевших в столице региона – 47 человек. Также новые случаи зафиксированы в Мирнинском, Хангаласском, Амгинском, Верхневилюйском, Горном и Мегино-Кангаласском районах. Один пациент с коронавирусной инфекцией скончался. По словам заместителя руководителя регионального оперштаба Ольги Балабкиной, ситуацию удалось стабилизировать в промышленных районах Якутии и не допустить роста числа заболевших. Однако сейчас опасения вызывают отдаленные районы республики. Внутридомовые работы будут перенесены на более поздний срок из-за пандемии в Якутии. Глава региона Сен-Николаев провел совещание по вопросу реализации программы капитального ремонта в многоквартирных домах. Он отметил, что существует ряд объективных и субъективных трудностей при реализации этого проекта. Они связаны в первую очередь с несбалансированностью плана этого года и вопросами финансовой устойчивости региональной системы капремонта. Для этих целей в республиканском бюджете на этот год господдержка была увеличена до 500 миллионов рублей, что в 2 раза больше, чем показатель 2019 года. Также Сен-Николаев отметил, что к 2030 году необходимо полностью ликвидировать аварийное жилье в республике. Все могут летать. Авиакомпании Китая продают билеты на неограниченное число полетов. Подробности у Анастасии Дмитриевой. Во времена коронавируса попасть на самолет непросто, но у авиалиний Китая есть стратегия, чтобы заставить пассажиров путешествовать снова. China Southern Airlines во вторник стала еще одним перевозчиком в стране, кто присоединился к акции «Все могут летать». Таким образом, по меньшей мере 8 компаний уже в деле. Стоимость предложения около $500, что в пересчете на рубли равно примерно 36 тысячам. Такой абонемент позволяет неограниченно путешествовать в течение определенного периода времени. China Eastern Airlines продала более 100 тысяч проездных, действующих в выходные дни, сообщают государственные СМИ. Авиакомпания Hainan Airlines предлагает неограниченные поездки в свою провинцию и обратно. И мир внимательно наблюдает за этим экспериментом. Китай воспринимается как тестовый полигон, поскольку он начал восстанавливать экономику на несколько месяцев раньше, чем другие страны. Авиакомпании там сейчас уже выполняют около 80% рейсов от числа, которые обеспечивали прежде. И перевозчики не единственные, кто делает ставку на акции. Marriott Group также рассматривает возможность выпускать безлимитные пропуска, после успеха которого она достигла в апреле. Гостиничная сеть предлагала завтраки на месяц по системе «Шведский стол» в своих отелях в Китае за 588 юаней, то есть около $83. Итоги уходящего месяца сегодня подведет глава республики Айсыл Николаев в эфире телеканалов «Якутия-24» и МВК «Саха». Руководитель региона расскажет о планах по восстановлению экономики Якутии после пандемии коронавируса, о ситуации с лесными пожарами на севере республики, а также обсудит вопросы строительства и ремонта дорог. Начало программы на 2 телеканалах в 18:20 по местному времени. Повтор можно посмотреть в 21:00 на телеканале «Якутия-24». Началось строительство мостов через реки Тиргеллях и Чоллой. Новые металлические мостовые переходы с устройством подъездных путей обеспечат бесперебойное автомобильное сообщение между районным центром и селами Булугур и Оннёс. На строительство этих объектов предусмотрено 20 миллионов рублей. Сейчас ведутся работы по отсыпке. Также на днях подрядчик начнет монтажные работы в местности Тиргеллях.
Еще на будущее в плане у нас 3 моста. Кюлепчу, Хаттыки и Хохур на этой дороге. И до этого еще 2 моста построены, Крестях и Татарка. По республиканской дороге за эти года у нас 9 мостов построено. По программе «Безопасные и качественные дороги» строительство идет. Это в этом году предусмотрено 16 километров от границы до села Эмис. А также до 2024 года у нас в плане реконструкции 76 километров. Законопроект о целевом обучении в вузах внесут в Госдуму в осеннюю сессию. Документ предлагает создать открытую публичную площадку на основе уже существующей цифровой платформы по итоговой аттестации. В этой единой государственной информационной системе впервые работодатели смогут формировать запрос на подготовку специалистов. Исходя из этих данных, будут формировать количество бюджетных мест и мест по целевому набору. По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, в августе планируется провести обсуждение инициативы с экспертами и министерствами, чтобы осенью внести законопроект. Якутия готовится к отборочным соревнованиям WorldSkills 2020. Старт будет дан 1 августа. Впервые чемпионат пройдет в новом формате, предполагающем симбиоз дистанционных и онлайн-технологий с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Каждое соревнование по отдельным компетенциям будет проводиться только для одного участника и по отдельному графику. Участник будет находиться один в отдельном кабинете, оборудованном видеокамерами для трансляции. По информации Министерства образования и науки региона, участие примут 28 конкурсантов по 2 возрастным категориям – молодые профессионалы и юниоры. Состязания пройдут по 23 компетенциям на 15 площадках. Наши участники у себя в колледжах, в мастерских под наблюдением камер делают задания. Один в мастерской делает задания, а эксперты там из Москвы, из Татарстана за ним онлайн смотрят и онлайн выставляют баллы. Вот это такой, впервые используется такой формат. Раньше очень много ездили, соревновались. Ну, посмотрим, как получится. Житель Якутска посадил аллею берез в честь матери. Деревья растут на радость жителям строительного округа уже 2-й год. Этим летом мужчина установил изгородь. Об озеленении двора по улице Якутской, 2/15 Юлия Великодная. 64 березы украшают двор многоквартирного дома строительного округа. За свой счет и своими руками их посадил Сергей Хромов и посвятил аллею памяти своей мамы. Начал думать, как можно о маме оставить память, потому что, чтобы она была полезной и радовала людей. И начал с 2018 года, можно сказать, через пару месяцев, как мама не стала. Обратил внимание на вот этот палисадник, состоящий из 2 частей. Мама родилась 27 сентября, она была весы по знаку зодиака. И симметрия такая, что 2 половины на одной территории. Мужчина получил разрешение в округе на благоустройство придомовой территории. Чтобы добавить зелени во двор за свой счет, этот документ необходим. А вот деревья достались после запроса. Их привезли с места строительства линии электропередач. И вот на протяжении 2 лет, 2 раза в неделю, вернее, да, 2 раза в неделю, дождь, снег, мороз. У меня здесь есть кладовка в этом доме. Все строительные инструменты, спецодежда на любое время года. Долбил, мел. Честно говоря, на карачках с топором, с ломом. Я вычищал все здесь как плац в армии. Особого ухода деревья не требуют. Сергей признается, что после долгой засухи заказывал 2 водовозки для полива. Мужчина лично подметает прилегающую территорию и открыт к предложениям соседей. Как еще можно улучшить аллею? Полностью поддержу. Высаживайте цветы, предлагайте свои идеи. Я всегда рад людям, которые приходят с нестандартными, креативными мыслями, которые могут своими руками, своим талантом, знанием, опытом принести красоту, чтобы люди радовались. Не стесняться выражать свою любовь к близким и чтить память хорошими поступками. К этому призывает Сергей Хромов всех жителей республики. Юлия Великодная, Григорий Николаев, Якутск.
Проект туристического кластера «Лена» в Хангаласском районе прошел финал престижного всероссийского конкурса. Победа позволит реализовать такие стратегические задачи, как строительство гостиниц, создание и развитие объектов транспортной и культурно-развлекательной инфраструктуры в населенных пунктах, расположенных рядом с Ленскими столбами. На втором этапе конкурса команда примет участие в акселерационной программе Агентства стратегических инициатив и продолжит доработку проекта. Затем он снова будет передан на рассмотрение жюри. Победителями конкурса станут лишь 10 проектов со всей страны. Их объявят 16 октября. Орган – это музыкальный инструмент не только для соборов и концертных залов, доказала солистка Гамбургской филармонии Иветта Апкална. Она выступила на пляже Юрмалы на рассвете, рассказывает Роман Чуриков. Рассвет, море и музыка Иоганна Себастьяна Баха. Те, кто пришел на пляж латвийской Юрмалы с утра пораньше во вторник, 28 июля, стали свидетелями необычного события. Солистка Гамбургской филармонии Иветта Апкална дала концерт под открытым небом. Он начался в 6 часу утра, как раз при появлении первых лучей солнца. Инструмент – настоящий церковный орган. Подобный можно встретить в храмах по всей Европе. Сама Иветта еще в возрасте 16 лет играла почти на таком же для Папы Римского во время его визита в Латвию. Но представление на пляже, кажется, потрясло даже ее саму. Это совершенно волшебные моменты. Я на одной волне со зрителями. Мы будто стали одним целым и медитируем вместе. Каждый человек одинаково важен для меня. Иногда, когда тысячи людей чувствуют одно и то же, случается магия. И это как раз такой случай. Тем, кто решил стать частью этих волшебных моментов, пришлось нелегко. Многие приехали из других городов, в основном из Риги. И сесть на поезд им пришлось в 4 утра. Кто-то вообще не ложился спать, чтобы занять места получше. Зато концерт был абсолютно бесплатным. Пришлось встать очень рано. Мы сомневались, ехать или нет, но теперь вообще не жалеем, что все же приехали. Будто соединились стихии. Орган на земле, за нами море, а мы посередине. Это было очень эмоционально. И тот факт, что музыка играла так рано утром, только добавила впечатлений. Не могу сказать, что она меня усыпляла, но я была в полудреме, и это было нечто. Концерт можно было послушать не только на пляже, но и с воды. Выступление оказалось настолько успешным, что в следующем году его планируют провести вновь. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.